Я коренной чкаловский, естественно, чкаловский. И ничто больше. Шохкам хотели, не прошло что-то. Потом вроде Бустон, но Бустон вот уже как бы переименовали официально, но все равно не то название. Бустон — это Мачинский район. Бустон назвали, и в области появилось два Бустона. Один в Мачинском районе и Чкаловск. Нам больше нравится Чкаловск. А почему? Ну, наверное, потому что исторически так сложилось, и летчика Чкалова все знают, и я училась в первой школе имени Чкалова. С переименованием родного города из Чкаловска в Бустон практически все опрошенные местные жители не согласны, и каждый называет сразу несколько причин. Населенный пункт с таким названием уже есть в области, и к Чкаловску он не имеет никакого отношения. К тому же при переименовании мнения населения никто не спросил. Здесь был как военно-промышленный комплекс, в общем-то, начальная стадия. Табашар, Чкаловск. Просто он назывался это по-другому немножко, это как химический, как химкомбинат. Чкаловск в 1946 году строился практически на пустом месте. Здесь обогащали уран, и это был закрытый населенный пункт союзного подчинения с московским обеспечением. В городе проживало русскоязычное население – русские, немцы, татары. В годы независимости из-за закрытия предприятий и отсутствия работы почти все они разъехались. В нашем доме 10 квартир. Нет, там только на заработках в моей квартире. Поэтому в основном у всех живут, работают в России. Как может быть с работой хорошо? В основном единицы предприятий, которые, или частные предприятия, или единицы предприятий, которые еще функционируют и в полной мере. Новые жители Чкаловска, занявшие пустующие квартиры и дома, столкнулись с теми же проблемами, и город опустел во второй раз. Практически все мужчины – гастарбайтеры в России. Те, кто остался, говорят, что деньги, потраченные на переименование, стоило бы пустить на ремонт дорог или создание новых рабочих мест. К тому же большинству из них непонятен смысл переименования города, так как до сих пор почти все улицы и площади называются по-старому. Парламентарии страны с этим не согласны. Они считают, переименование является важным шагом возвращения к историческим корням в топонимике, способствует повышению чувства национального достоинства, пробуждает историческую память в молодом и подрастающем поколении. Когда мы говорим об основах государства, и если смотреть на это с точки зрения национального чувства, то Чкаловск в советские годы отвечал этому национальному чувству. Сегодня мы меняем название, даем новое имя, которое соответствует нашей нации и народу. Сегодня в Таджикистане переименовывают не только населенные пункты, улицы, но даже местность, горы и водохранилища. Пик коммунизма, самую высокую точку Советского Союза, переименовали в честь основателя государства таджиков Исмаила Сомони, а пики Лениной революции теперь называются Абу Али ибн Сино и Истеклол. Под раздачу попали не только русскоязычные названия, но и те, которые восходят к корням узбекского языка. Отныне Кайракумское водохранилище называется Бахри-Тоджик или Таджикское море. Город Уретюбе, блуждающая гора с узбекского, сегодня из Таравшан. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.